Безработицу практически победили, но радоваться нечему. Республику накрыл кадровый голод. На рынке труда в Республике Татарстан в этом году наблюдается рекордно низкий уровень безработицы – 0,27% от численности рабочей силы. Тема дефицита кадров во всех отраслях экономики стала на минувшей неделе одной из самых обсуждаемых. Не хватает не только рабочих рук, но и специалистов в гуманитарной сфере. И речь не только об учителях и врачах. Дело дошло до такой специальности, как копирайтер. И я не шучу. Работодатели жалуются на низкий уровень квалификации соискателей. Претенденты на вакансии не соглашаются на переобучение и часто на зарплаты в 2 раза превышающую среднюю по республике. По данным Министерства труда и занятости, открыто более 44 тысяч вакансий. В среднем на каждого обратившегося в Центр занятости приходится, представьте, 3-4 рабочих места. В лидерах предложений обработка, строительство, образование и здравоохранение. И в обозримом будущем проблема, что работать некому, не решится, а только усугубится. В чем причины и какие варианты выхода из кадрового кризиса есть, разбиралась Татьяна Тимошенко. Многотонную гору не перебрать и не выровнять. Работает техника, но человеческие руки все равно ничто не заменит. На сегодняшний день с людьми, даже с простыми работниками, очень сложно, потому что людей не хватает реально. У нас работы, например, больше, чем людей. И мы вынуждены даже отказываться где-то, потому что не можем найти рабочих. Андрей Захватов набирает работников по старинке рабочих при помощи сарафанного радио в офис через агентство. Ситуация не самая такая простая, поэтому есть люди с ограниченными физическими возможностями, но, допустим, он в состоянии выполнять какую-то работу, мы берем таких на работу, помогаем им, обучаем. В центре города, в точке креативных индустрий, свой уровень кипения. Я тоже не знаю ответа на этот вопрос, тоже им задаюсь практически каждый день, где все эти талантливые пиарщики, маркетологи. Соискатели на вакансию, где, по мнению руководителя, необходимо нестандартное, но стратегическое мышление, больше говорят о встречном ожидании модного сейчас ментального комфорта. Абсолютно точно. Это такие навыки, как умение работать с текстами, хорошо их писать, писать без канцеляризмов, качественно, грамотно. С этим тоже есть большие проблемы. Иметь очень большую насмотренность. У многих она вообще не сформирована как навык. Что имеется в виду? Да? Умение увидеть, что сейчас в тренде, что актуально. Где эти люди, где наши специалисты? Этот вопрос звучал на Совете Безопасности от Рустама Минниханова еще 2 года назад. Тогда говорили, половина выпускников не способны работать на производстве. Сегодня сферы, где работников достаточно, нет. Обрабатывающая промышленность, строительство, образование и здравоохранение в топе по количеству предложений. В экономических терминах коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,12 человека на вакансию. На одного безработного гражданина приходится 8 предложений, так что в очереди за дверью работодателя никто не стоит. Я бы не назвал это проблемой только Татарстана, если честно. Это все-таки общая такая мировая проблема, общая мировая тенденция. Нехватка кадров наблюдается на данный момент абсолютно во всех странах этого мира. Но здесь, наверное, причин много. Мы знаем, что здесь не только банальный вопрос спада рождаемости, который в определенный миг произошел в нашей стране. Сегодня мы знаем 2 проблемы. То есть понимаем, что специальная военная операция, которая забрала энное количество кадров, которые находятся на рубеже нашей страны, они не выполняют, скажем, не работают здесь. Ну и мы понимаем, что и пандемия тоже внесла определенный свой вклад в эту проблему. Самым быстрым решением, но и одним из самых спорных, мог бы стать завоз рабочей силы. Но миграция из соседних регионов себя исчерпала, и речь идет о ближнем и дальнем зарубежье. Вы согласитесь, чтобы Россия стала сильнее, россиян должно быть больше. Мы должны прирастать. А быстро прирасти мы можем только за счет миграции. В этой связи, как говорится, и кроме грин-карты еще нужно бросать клич, потому чтобы татары, в основном пусть татары, будем говорить, возвращались на свою родину. Просьба принять татар из Афганистана в заброшенные деревни уже прозвучала практически сразу после разрушительного землетрясения в Герате в начале октября. Сегодня в 12 провинциях Афганистана проживает около 700 семей татар.
Но самый большой запрос на квалифицированную рабочую силу звучит от Министерства промышленности. И здесь говорят о воспитании, о популяризации рабочих профессий как базы экономики страны. Нынешний замминистра промышленности Татарстана и сам начинал в трудовых коллективах на буровых установках. У меня папа из производства, мама учитель. И как-то вот получил воспитание. И когда я заканчивал институт, для меня было нормально пойти на производство рабочим. Потому что я понимаю, что надо снизу, надо все посмотреть. Да и к тебе старшие товарищи начинают по-другому относиться. И вот нам надо вот это переломить. То, что успех, он не может быть ежесекундным, как нам показывает на картинке. Что вот я открыл блог какой-то свой, страничку, и на меня миллионы денег сверху повалили. Нет, это большой кропотливый труд. И вот всегда же хочется что-то сделать. Нас с детства даже так учили, что-то сделать своими руками. И когда ты видишь наглядный результат своего труда, ну, ради этого стоит жить, ради этого стоит работать. И надо прививать нам это сейчас нашим детям. У себя тоже это стараюсь. Создание профессионалитета в тесной связке учебных заведений и предприятий стало во многом уникальным опытом для всей страны. У студента есть возможность учиться по конкретным стандартам и уже на 3-м курсе работать, повышая квалификацию. В этой системе сейчас работают 14 колледжей и техникумов. Лучше всего выстраиваются отношения, когда предприятия полностью готовы взаимодействовать в рамках сетевой деятельности. Когда предприятия, вот непосредственно те предприятия, с которыми мы взаимодействуем, они и технически оснащают, то есть под свою деятельность полностью обустраивают кабинеты. Мы сторонники того, чтобы человек сам для себя решил, сделал выбор. Мы готовы обеспечить все условия для того, чтобы человек принял решение остаться и связать свою судьбу именно с нашим предприятием. Добровольно, как говорится, ничем не принуждая. Сейчас в республике около 100 средних учебных заведений, но подготовка специалистов занимает 3-4 года. Сократить сроки – одна из текущих задач. Понимая это, мы в следующем году у себя в республике создаем Центр опережающей профессиональной подготовки. Исходя из названия, по сути, задача этого как раз центра в тесном взаимодействии с предприятиями понимать, какие специалисты, какой квалификации в обозримом будущем, в течение ближайших полугода, года или, может быть, пару месяцев будут на этом предприятии востребованы. И наша задача вместе с предприятием таких специалистов где-то найти, может быть, из других сфер, да, может быть, из образовательных организаций, ребят переобучить для того, чтобы они на эти предприятия могли, собственно говоря, пойти. Опыт точечной подготовки кадров за несколько лет отработан в системе образования. 90% выпускников для полилингвальных школ после бюджетного обучения остались работать по специальности. Главный вопрос для нас – это закрепление кадров. Нужно менять законы. Законодательная инициатива от нашей республики, она поступает. Насколько она будет поддержана Государственной Думой депутатами, мы пока сказать не можем. Но, тем не менее, 3 года они должны будут отрабатывать. Вот тогда и будут специалисты. Пока же работодатели вынуждены разворачиваться к своим работникам, не только обеспечивая орудиями труда, но создавая целую корпоративную инфраструктуру. Зарплаты, они, я думаю, все равно сами по себе придут, потому что все равно у любого человека, если он профессионал на своем деле, будет карьерный рост, будет повышение зарплат. Также у нас сейчас много очень предприятий дают соцпакеты. Да? Это первоначальные взносы по ипотеке, это командировочные, это медицинские услуги. То есть много-много-много что делается. Плюс, когда человек попадает в интересную для себя сферу, на производство, когда ему интересно работать, когда вокруг него такие же талантливые люди, он саморазвивается. То есть это тоже необходимо. Остается еще и долгий путь ожидания подъема демографии и переход на замену рабочих рук цифровизации процессов. По данным опросов, 45% татарстанцев на своей работе чувства счастья не испытывают. Но прогрессивные компании такую должность менеджер по счастью уже вводят в штатное расписание. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней.